Ну, раз у нас с вами сегодня зашла тема, то мы ее и продолжим в наших гаданиях. Смотрите, это моя рабочая колода. Я на ней всегда делаю свои, расклады. Итак, значит, стоит ли разводиться с вашим мужем или все же дать ему шанс? Давайте узнаем. Что этот человек чувствует к вам? Тройка пентаклей. Карта показывает, что человек реально считает вас своей семьей, испытывает к вам прочные чувства и хочет работать, ну так скажем, на благо семьи с вами в одной команде. Что вы чувствуете к вашему мужу? 15-й аркан. А вот тут интересно. Во-первых, вы чувствуете к нему какую-то совершенно болезненную привязанность. А во-вторых, возможно, в ваших отношениях присутствует некий магический негатив, который влияет косвенно на ваши чувства. И еще, эта карта, она диктует, понимаете, она диктует. Она говорит о том, что люди могут, допустим, впадать в какие-то крайности, да, крайности. То и вы ему что-то предъявляете, то вы, значит, не можете без него жить, то считаете, что это очень тянущие вниз отношения, что он вами манипулирует, то еще что-нибудь. Как продолжится сейчас ваши отношения? Вышла карта Луна, еще не все ясно, еще идут какие-то воздействия. Возможно, есть заинтересованная какая-то сторона, допустим, враги, да, для отношений или соперничество. Идет, может быть, ситуация пока темная, но при этом люди очень хотят выйти. Всегда по этой карте, да, нужно пройти через вот эти две колонны по дорожке и выйти к какому-то свету. Давайте посмотрим, выйдете ли вы к свету. Рыцарь жезлов, да-да-да, еще раз да. Все-таки пойдет в этих отношениях энергия, пойдет инициатива, пойдет именно огненная созидательная энергия, и все потихоньку будет хорошо. Возможно, вас ждет совместная поездка. Стоит ли с ним разводиться или дать ему шанс? Семерка мечей. Карта показывает, что вам даже пока не сильно-то выгодно разводиться, да? Лучше дать ему шанс, но при этом, смотрите, я объясню. Семерка мечей показывает, есть много невыясненных обстоятельств, которые сначала следует узнать. А что это за обстоятельства? Паж жезлов. Паж жезлов показывает, что дело касается каких-то перспектив. Возможно, открываются денежные перспективы, разные возможности. Возможности и для переезда, и для улучшения вашей совместной жизни. Поэтому еще пока перечеркивать не стоит, мои дорогие. Стоит пока подумать. Но есть еще такой момент. Все зависит от того, а с кем вы живете. Если это уж совсем какой-то пропащий человек, у которого там зависимость, у которого совсем плохой. Конечно, я не про таких говорю. Я говорю про каких-то хороших, да, которых стоит все-таки рассматривать для того, чтобы с ними жить, мои дорогие. Поэтому я чувствую здесь, что еще потенциал остался у отношений. Нужно разобраться с негативом, нужно разобраться, значит, с всякими врагами, да, и понять свои истинные чувства, и тогда у вас будет все хорошо. Ну, вот такой ответ у нас сегодня.